Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63,72, за евро 70,42. Американскую валюту по данным сайта Банк.ру выгоднее всего в Якутске продает Восточный банк 64,70. Купить дороже всего доллар готов также Восточный банк за 63,10. Европейскую валюту сегодня в Якутске дешевле всего продает Азиатско-Тихоокеанский банк 70,94. Хорошую цену покупки за евро готов предложить тот же банк 69,70, сообщает сайт Банки.ру. Пробы воды из реки Вилюй не соответствуют нормативам. Напомним, в конце октября поступила информация о загрязнении реки около села Антоновка. Инспекторы провели обследование акватории реки Вилюй, в ходе которого взяты пробы воды. По результатам лабораторных исследований установлено превышение нормативов. По цинку почти в 3 раза, фенолом в 1,5, нефтепродуктам и вовсе в 9 раз и меди почти в 3 раза. Материалы рейдового осмотра вместе с экспертным заключением направлены в управление Росприроднадзора по Якутии для принятия соответствующих мер. Продажу единых билетов из Якутска до станции Нижнего Бестяха возобновят на этой неделе. Компания «Железные дороги Якутии» с 13 ноября трансфер пассажиров по этому направлению будет осуществлять на воздушные подушки, а с 13 декабря на автобусе. Подробную инструкцию по покупке электронного единого билета можно найти на сайте компании «Железные дороги Якутии» в разделе «Пассажирам». До официального открытия автозимника осталось несколько недель. Несмотря на это, якутяне уже начали пересекать реку, игнорируя все запреты. На Лену выехала наша съемочная группа. Сейчас с нами на прямой связи мой коллега Сергей Михедов. Сергей, приветствую. Как сейчас обстановка на реке? Да, Юля, привет. Прямо сейчас мы находимся на переправе Хатас-Павловск. Это место якутяне называют народной тропой, потому что ежегодно здесь начинают пересекать реку еще за несколько недель до официального открытия автозимника. Сейчас здесь, конечно же, машины не ездят, потому что река еще полностью не встала, но люди уже начали пересекать реку, переносят на руках какие-то грузы. И здесь же с нами находится административная комиссия города Якутска, которая проводит здесь рейд. Сотрудники ГИМС разъясняют людям, как себя нужно вести на реке, говорят о том, что переходить реку еще нельзя, еще запрещено. В некоторых редких, конечно, случаях выписывают административные штрафы. А что касается открытия самой трассы, вот что нам сказали перед началом рейда сотрудники ГИМС. Примерный график Минтранса 29 ноября. Хатас и Павловск. Примерный график. С такой погодные условия, я думаю, она позже может открыться. Потому что еще и наледь выходит, и наледь, и открытые, видите, да, места? Открытые, где они замерзают. Так что еще будут как сказать-то? Будут принимать решения. Да, будут принимать решения, по каким этим, как дорога пойдет. А сейчас подъездные пути подходят, делают все, завозят щебенку, где по пескам, чтобы малометражки автомашины не буксовали. Что касается работ по подготовке автозимника, сейчас здесь проводятся так называемые трассировочные работы. Как нам сказали, здесь будет 4-полосное движение, то есть 2 полосы будут работать. Если они будут выходить из строя, будут открываться 2 дополнительные. В общем, вся более точная информация об открытии автозимника у нас будет чуть позже. Я отмечу еще, что здесь работают какие-то особо предприимчивые якутяне. На буранах перевозят тяжелые грузы. Подойти к ним, конечно, не удалось. Увидев камеру, они начали сразу уезжать. Поэтому по ценам за перевозки сориентировать не могу. Могу сказать лишь точно, что здесь пока ходить и ездить, пересекать реку запрещено. Юля, тебе слово. Спасибо, Сергей. Я напомню, на прямой связи со студией был наш коллега Сергей Михедов.
С этого года изменилась форма налоговых уведомлений, которые направляются физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ. Теперь в нее включается информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше не направляются отдельно платежные документы. Вместо этого уведомление содержит необходимую информацию для перечисления налогов в бюджет. Это полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически с помощью платежных систем кредитных организаций и Почты России, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Российские испытатели беспилотников могут получить поддержку от государства. Проект постановления правительства по этому поводу разработал Минпромторг. Обзор экономических событий подготовил мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а с чем связано такое преимущество? Юлия, дело в том, что российские компании-разработчики беспилотных автомобилей обратились в правительство за поддержкой, аргументируя это тем, что помимо очень высоких затрат на разработку беспилотников, они вынуждены еще и оплачивать их испытания, что не всем по карману. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Минпромторг разработал проект постановления правительства, касающийся предоставления субсидий российским испытательным лабораториям, которые тестируют беспилотные автомобили. Согласно документу, ведомство предлагает компенсировать 100% затрат, вложенных в испытания с начала текущего года. Выплаты должны поддержать эксперимент по опытной эксплуатации на дорогах высокоавтоматизированных транспортных средств. Отмечается, что тестирование беспилотников является дорогостоящей процедурой, связанной с разработкой методов испытаний на соответствие требованиям правил ООН, а также закупкой необходимого оборудования. В связи с этим стоимость испытаний становится серьезной преградой для массового участия в эксперименте компаний-разработчиков таких машин. Помимо этого, крупные затраты на создание беспилотных авто не позволяют производителям обеспечить заключение договора с испытательной лабораторией. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год. Согласно постановлению, минимальные и максимальные размеры пособий составляют 1500 и 8000 рублей соответственно. Для граждан предпенсионного возраста минимальная сумма аналогична, а максимальная составляет 11 280 рублей. Россияне, которые в настоящее время официально зарабатывают меньше 6300 рублей в месяц, могут остаться без страховой пенсии по старости. Ее начисляют в зависимости от количества набранных пенсионных баллов, которые, в свою очередь, присваиваются в зависимости от размера трудового стажа. Отмечается, что для получения выплат по старости гражданину России требуется накопить не менее 30 баллов до наступления пенсионного возраста. При отказе от страховой пенсии по старости житель России сможет рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая составляет около 9000 рублей и присваивается на 5 лет позже обычной. Аналитики предрекают подорожание сотовой связи в следующем году на 10%. Рост цен связан с компенсацией потери доходов из-за отмены роуминга. Абоненты, в свою очередь, все чаще пользуются интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы. Некоторые эксперты предрекают еще более серьезное повышение стоимости связи на 15-25%. Так, к концу третьего квартала повышение составило 10% и более по сравнению с началом года. Из-за повышения тарифов в течение года сменил оператора каждый 10-й абонент. До конца года перейти в другую компанию сотовой связи планируют еще 12% абонентов. Как отмечают эксперты, сотовые операторы повышают стоимость архивных тарифов, а также выводят на рынок более дорогие продукты с большим объемом интернет-сервиса. Министерство юстиции предложило приравнять использование взыскателями автоматизированных систем к звонкам коллекторов, ограничив таким образом обзвон должников. Так, если звонки роботов попадут под регулирование федерального закона о взыскании и будут рассматриваться как непосредственное взаимодействие с человеком, то должник, в частности, сможет запретить связываться с ним по будням с 10 вечера до 8 утра и по выходным с 8 вечера до 9 утра. Кроме того, по инициативе должника звонки от автоматизированных систем будут поступать не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю или 8 раз в месяц. Надзорные органы воспринимают автоматизированные системы по-разному. В законе нет единых правил по предоставлению робота при осуществлении звонка. По количеству возможных взаимодействий с должником отметили в первом коллекторском бюро, подчеркнув, что сейчас четких правил регулирования звонков от роботов-коллекторов не существует.
Россия успешно перешла на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телекомпаний, в том числе и канала «Якутия-24». Зрители смогут смотреть их утром и вечером на канале «Общественное телевидение России». С 5 ноября региональные врезки на ОТР появились в 2 пилотных регионах – в Калининградской и Омской областях, а с 29 ноября они будут доступны телезрителям по всей стране. Врезки на ОТР будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. 3 часа утром и 2 часа вечером. Как отметил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Чакур Гаврилев, вещание в цифровом эфире телеканалов на государственных языках, таких как НВК «Саха», остается пока открытым. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Ну а свежая и актуальная информация о новостях экономики появится обязательно в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо, Иван. Когда в Якутске было раннее утро, президент Боливии Эва Моралес заявила о сложении полномочий главы государства. Выступление Моралеса транслировалось в эфире государственного телеканала. Он, в частности, заявил, что уходит, цитата, «ради мира и предотвращения большего насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, своей команды, моей семьи, дома, которых были сожжены». Конец цитаты. Моралес объявил об уходе с поста президента страны на фоне массовых протестов, когда в Боливии состоялись президентские выборы, сопровождавшиеся подтвержденными фактами мошенничества. Между тем, в эти минуты продолжают приходить противоречивые сообщения из Боливии. По данным агентства «Пресса Латина», полиция страны получила ордер на арест бывшего президента. Это же подтвердил и сам Моралес, однако официально правоохранительные органы не комментируют эту информацию. Добавлю, что власти Аргентины, Мексики, Венесуэлы и Кубы назвали ситуацию в Боливии государственным переворотом. А в Токио прошел парад в честь интронизации нового императора Нарухито. Он был запланирован на конец октября, но из-за тайфуна его отложили. Подробности у Татьяны Гамозовой. Десятки тысяч человек собрались в воскресенье в Токио, чтобы посмотреть на торжественный парад в честь интронизации императора Нарухито. Зрители заранее расположились вдоль участка дороги, по которой затем проследовал кортеж. Некоторые занимали места еще с субботы. Монарх с супругой проехали на специальном седане-гибриде Toyota Century под императорским штандартом. Вся процессия из почти полусотни автомобилей растянулась на 400 метров и проследовала по улицам столицы со скоростью около 10 км в час. Нарухито вступил на престол 1 мая, после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула первым из японских монархов за последние 2 века. Для японцев это историческое событие, говорит Йоко Фурукава. «Моя дочь счастлива, что видит такое важное событие». Тошико Ито приехала в столицу вместе с мужем специально, чтобы увидеть процессию. Эмоции меня переполняли. Я была так рада, что чуть не расплакалась. Изначально парад был запланирован на 22 октября, когда Нарухито официально взошел на трон. Но праздник пришлось отложить из-за тайфуна Хагибис. Шведские аквалангисты обнаружили обломки 2 старинных кораблей на дне залива неподалеку от Стокгольма. Предположительно, по меньшей мере, один из них может оказаться современником знаменитого судна «Васа», единственного в мире сохранившегося парусника начала 17 века. Подробности у Артема Шанурова. Так выглядит находка, которую сделали шведские морские археологи в заливе недалеко от Стокгольма. Обломки 2 деревянных парусников удалось обнаружить на дне архипелага в 30 километрах от столицы страны. По словам руководителя команды дайверов, удача стала результатом кропотливой работы с документами. Мы нашли их во время погружения во вторник, искали по данным из архивов. Были указания, что в этой местности могли быть намеренно затоплены корабли. И существовали предположения, что они могут быть как-то связаны с парусником «Васа», так что мы надеялись обнаружить что-то ценное. Корабль «Васа» — это одна из главных исторических реликвий Швеции. Спущенный на воду летом 1628 года огромный по тем временам парусник затонул во время первого же плавания. Случилось это, как считают историки, из-за ошибок в проектировании. У судна был завышен центр тяжести. В середине прошлого века его подняли со дна и отреставрировали. Теперь он выставлен в специально созданном для него музее. Археологи считают, что найденные корабли могут быть построены в то же время, что и «Васа».
Мы взяли образцы материалов. Анализ позволит узнать, когда были срублены деревья для изготовления судов. А если повезет, то и где они росли. Тогда мы сможем сузить поиск, поскольку есть хорошая документация по времени постройки. Тогда, возможно, получится выяснить, что это за корабли. И уже есть предположение относительно одного из парусников. Весьма вероятно, что это линейный корабль первого ранга «Аплет», который действительно был построен почти одновременно с Вассой и затонул в 1659 году. На авиабазе Эндрюс в Калифорнии представили первый электросамолет НАСА. Как говорят в американском аэрокосмическом агентстве, они хотят создать технологию, которая будет востребована на рынке, например, воздушных такси. НАСА представила свой первый полностью электрический самолет X-57 «Максвелл». Его разрабатывают с 2015 года на основе итальянской модели. Только двигатели внутреннего сгорания заменят электромоторами по 6 подъемных и 1 круизному на каждом крыле. Как отмечают разработчики, электродвигатели сами по себе требуют меньших энергозатрат, поскольку они легче. Пока, правда, даже специально разработанные для Максвелла литий-ионные батареи не позволяют ему совершать длительные перелеты. Но и такие аппараты будут востребованы уже в ближайшем будущем, говорит представитель НАСА Брент Кобли. Представьте себе такси, но в 3 измерениях. Машину, которая может подняться в воздух и возить вас над большим городом на 20, 50, 100 миль. Для такого рынка нужны электродвигатели. Другой возможный рынок – перевозка на небольшое расстояние от 20 до 50 пассажиров. Делать самолеты для таких рейсов выходит слишком дорого для перевозчиков. А вот электричество, электросистемы значительно удешевляют задачу. Они создадут то, чего пока не существует. НАСА не занимается коммерциализацией продукта, подчеркивают в агентстве. Их задача – разработать и испытать технологию в соответствии со стандартами. Зато затем воспользоваться наработками смогут частные компании. В первый испытательный полет на авиабазе Эндрюс Максвелл отправится не ранее, чем через год. Пока же инженеры и пилоты привыкают к особенностям электролета на специальном симуляторе. Рождественский сезон 2019 официально открыт. Об этом объявил сам Санта-Клаус. Рождество близко. Санта-Клаус объявил об открытии сезона в своем доме, который стоит практически на полярном круге. В гостях у него собрались дети и взрослые, которых он для начала спросил, хорошо ли они себя вели. И напомнил о том, как важно проявлять заботу и делиться друг с другом теплом в мире, который может ранить не хуже арктических морозов. Ну а затем... Для меня честь и удовольствие разделить с вами этот момент. Объявляю рождественский сезон 2019 открытым здесь, в Раваньеме, Финляндия, а также по всему миру. От всего сердца желаю всем и каждому счастливого Рождества. Каждый год тысячи туристов приезжают в эту деревню Санты в Лапландии на финском севере. Из местного отделения почты можно отправить поздравительную открытку со специальным штампом и, конечно, познакомиться с Сантой и его эльфами, которые, в частности, помогают ему разбирать почту. Ближе к концу года сюда приходит около 30 тысяч писем в день от детей со всего мира. Сам Санта-Клаус и его оленья упряжка отправятся в путь на санях, нагруженных подарками, 23 декабря. Это были мировые новости. Возвращаемся к событиям региональным. В межсезонье особенно неспокойной остается ситуация на дорогах. Так, в Алданском районе в результате аварии на выходных погибли 2 водителей и пешеход-ребенок. На прямой связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, приветствую. Расскажи, каковы обстоятельства произошедшего? Юлия, добрый день. Произошедшие на выходных на дорогах Алданского района 2 трагедии унесли жизни 3 человек. В субботу поздно вечером водитель автомобиля Toyota Carib, выезжая с объездной дороги в город, не справился с управлением. С записи камеры видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости врезается в стену дома. На дороге в это время находился школьник. Мальчик шел домой. Подросток 2005 года рождения погиб на месте. Водитель скончался в машине скорой
скорой помощи. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, прокомментировала инспектор ДПС Оксана Молитвик. Причины автоаварии сейчас устанавливаются. У водителя отобрана кровь для проведения исследования на установление психотропных веществ, наркотических и также алкогольной продукции в крови. Также 10 ноября около 5 часов 45 минут на участке технологической дороги участка Лунная и Рябиновый произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором погиб водитель. Значит, двигаясь по технологической трассе, водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, при повороте направо не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Урал». От полученных травм скончался на месте происшествия. Также причины автоаварии устанавливаются. Вторая трагедия произошла в воскресенье на технологической дороге близ одного из участков старательских артелей. В результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом водитель легковушки, рабочий участка, погиб на месте. Сотрудники ДПС призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Юлия. Спасибо, Татьяна. Я напомню, на прямой связи была наша коллега Татьяна Вахнина. В Якутске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Петра Алексеева. К моменту прибытия пожарных задымление было в одной из квартир. Подробности у Юрия Осипова. Юрий, известна ли причина пожара? Да, Юлия, по официальной версии причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки на входе в газовую плиту. Сейчас устанавливаются причины и ущерб от происшествия. Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 37-летний мужчина, находясь в городе Асбест Свердловской области, в интернете заказал и получил у неустановленного лица печать и оттиски реквизитов одного из крупных предприятий Алданского района. При этом, имея паспортные данные 6 лиц, не являющихся работниками предприятия, сфальсифицировал документы о наличии перед ними предприятием задолженности по заработной плате. Впоследствии он направил их по почте в суд для получения судебных приказов о взыскании якобы имеющейся задолженности. После получения судебных приказов подсудимый намеревался предъявить их в банк, обслуживающий счета предприятия. Однако получить деньги ему не удалось. Суд сообщил в предприятии о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам условного срока с испытательным сроком на 3 года. В ночь на 10 ноября в здании спортивного зала средней школы села Кундядя Нюрбинского района произошел пожар. В результате пожара огнем повреждено здание на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На тушение пожара было привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Алекминский предприниматель обвиняется в незаконной добыче полезных ископаемых. Как сообщает региональная прокуратура, в Алекминском районе предприниматель без лицензии добывал песок. Прокуратура района инициировала по результатам проверки возбуждения в отношении предпринимателя дела об административном правонарушении. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов раскаивается в содеянном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого. На данный момент Соколов находится в шоковом состоянии, сообщил адвокат Пачуев. Он также добавил, что его подзащитному назначили психиатрическую экспертизу. Версия защиты пока построена на том, что Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором. Что-то на него сильно повлияло, заявил адвокат. По его словам, это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта. Пачуев указал, что мотив преступления предстоит выяснить следствию. Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, которого извлекли из реки Мойка. Мужчину, доцента СПбГУ Олега Соколова, задержали. На данный момент решается вопрос о его аресте. По сообщению РИА Новости, в квартире Соколова было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам Пачуева, Соколов оформил явку с повинной. Олег Соколов – кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. По меньшей мере
3 человека погибли и несколько пропали без вести на востоке Австралии, где бушуют лесные пожары. Огонь разрушил 150 домов. Эти цифры привели власти штата Новый Южный Уэльс. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил ранее, что число жертв может увеличиться. Некоторые жители пытаются справиться с огнем самостоятельно, используя в основном ведра и садовые шланги в ожидании вертолетов, которые сбрасывают на пламя своего рода водяные бомбы. Очевидцы описывают происходящее как апокалипсис. По данным на субботу, в Новом Южном Уэльсе зафиксировано более 80 очагов возгорания. Севернее в Квинсленде 1000 человек были эвакуированы на ночь. О повышенном риске пожаров предупредили и жителей западных районов. В этом году леса в Австралии загорелись еще до наступления лета, поскольку многие территории уже страдают от засухи. Сухая ветреная погода сильно осложняет тушение, при этом до вторника синоптики не ожидают улучшения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Юлия, на этом у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юра. Официальные перечни лекарств на 2021 год будут дополнены 9 препаратами, а именно для лечения гемофилии, легочной гипертензии, рака щитовидной железы, сахарного диабета, психических заболеваний. Как пояснили в Министерстве здравоохранения, включение лекарств в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов позволит сдерживать рост цен на них. Также включение лекарств в такие списки дает ориентир госзакупкам для стационаров и льготных программ. Препараты из перечни закупаются государством в первую очередь. Отмечу, что такой список утверждается ежегодно. Он появился в 2012-м. В текущем году в этот перечень входит 735 лекарств. В следующем он увеличится до 758. Якутский суд утвердил мировую по спору о правах требований к якутской топливно-энергетической компании. Так, общество Hearts Invest отказывается от своих претензий в адрес ЕТЭК по денежным выплатам. По материалам дела британская компания стала кредитором ЕТЭК в апреле этого года как правоприемник требований якутской компании King 95. В августе 2019 года Hearts Invest заявила, что требования King 95 были переуступлены ей в октябре 2018 года. Спор о принадлежности прав был вынесен в отдельное судебное разбирательство, а дело о банкротстве ЕТЭК на этот период было приостановлено. В материалах суда отмечается, что условия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц. Общество с ограниченной ответственностью Interaction Group приостановил работу по привлечению новых клиентов. По отношению к организации ведутся проверки управления по борьбе с экономической преступностью. Отметим, Interaction Group позиционирует себя как магазин топовых гаджетов и проводит акцию по приобретению новых телефонов со скидкой в 50%. При этом, как отмечает руководство магазина, одним из условий является привлечение к акции 2 и более людей. На сегодня с момента открытия магазина по акции было привлечено более 400 жителей республики. Из них около 300 человек все еще не получили свои товары. Некоторые из них начали требовать возврата своих средств. Хотел сделать официальное заявление по поводу дальнейшей работы. Да? Мы сейчас в данное время временно приостанавливаем приток новых клиентов. То есть с новыми клиентами пока временно не работаем. Договора новые не заключаем, так как идет следствие. Мы не можем сейчас. В принципе, можем, нам никто не запрещал еще, но чисто человечески просто решили пока приостановить, пока официальное решение МВД не примет. Нас проверяют на состав преступления 172.2. Пока это не доказано, мы пока не будем работать. Будем работать только с теми клиентами, которые уже заключили договора в целях регулировки конфликтной ситуации. В Ленске появился подрядчик по отлову собак. Некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты». Как теперь будут вести работу с бездомными животными, расскажет Анна Кожевникова. И летом, и зимой неизменная картина для Ленска – стаи бездомных собак, обитающих на улицах города. Жители не раз обращались с жалобами в надзорные органы, подрядчикам и к нам в редакцию телевидения. Животные не просто атакуют мусорные баки во дворах многоэтажек, но зачастую не дают прохода ленчанам, особенно маленьким детям. Внучка пошла в школу в 3 классе. А они же прям кидаются на пакеты, голодные на пакеты кидаются. Они как кинулись на пакет. Представляете, ребенка вот так все трясло. Сегодня собак не отстреливают, как раньше, а отлавливают.
Кастрируют, стерилизуют и снова отпускают на улицу. На этот счет у жителей свое мнение, и оно разнится. Собака, она есть собака. Она не плодится, но она собака. Понимаете? Она все равно голодна, все равно кидается. Жалко. Ребята, но мы идем на ходу, убиваем. 1000 километров летят утки, гуси. Мы убиваем. Они нам никакого вреда не делают. Мы идем в лес, убиваем. Оленя, там Сахатова, он нам тоже никакого вреда не делает. А вот собака, значит, мы вот такие вот. Так что нам дороже-то? И все равно надо хотя бы иметь приют. Потому что они от голода, от холода, они начинают звереть и кидаются. Потому что даже у нас в общежитии заходили собаки, поразрывали наших кошек. Поэтому либо же их отстреливать все равно жалко. А приют нужно иметь. Много лет и жители, и власти города, и общественники добиваются строительства питомника. И, наконец-то, на будущий год предусмотрены деньги на эти цели. Здесь находится небольшой временный пункт передержки собак. На будущий год некоммерческое объединение при поддержке органов власти планирует расширять территорию, благоустраивать вольер и увеличивать количество клеток для животных. Администрация города уже создала проект. Сейчас идет работа по определению подрядчика. Питомник будет построен в соответствии со всеми необходимыми требованиями. В котором будет комнаты для проведения операций, комната для осмотра животных, комната для приготовления пищи. Закупленный стоит у нас сегодня в городе Ленске холодильник для хранения животных до момента, когда их начнут утилизировать в летнее время. Да? А на отлов собак вышла некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты». Им был передан автомобиль для ловли животных, специальное оборудование для отлова и временный пункт передержки. Потребнадзор и ветеринарная станция делает заключение о том, что либо животное агрессивное, либо оно больное и не подлежит уже лечению, и его необходимо утилизировать. Обращаться по поводу отлова безнадзорных животных можно по телефону 8 914 117 20 87. Но если жители не дозвонились, они всегда могут предоставить в отдел ЖКХ городской администрации жалобу и фото или видеоматериал. Можно в заочной форме. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К другим темам. Хип-хоп, брейк-данс, вакинг. В Якутске прошел отбор на второй чемпионат современных танцев, который пройдет в следующем году. Проект реализует общественная организация брейкеров Якутска на средства фонда президентских грантов. Все подробности у Саргаланы Федоровой. Демонстрировать все свои умения еще до соревнований начали маленькие мальчишки. В брейк-дансе они всего 1,5 месяца, но уже решили попробовать свои силы на соревнованиях. Это ломаный танец. Еще эти элементы, это очень сложно делать, и можешь хвастаться с друзьями, это я умею, это я умею. Они этого уметь не будут. Просто показывать друзьям маме, папе. На танцполе участники демонстрируют ритмику, пластику в самых современных направлениях, как хип-хоп, брейк-данс, вакинг. Танцуют кто во что горазд. Соревнуются 18 команд среди детей и взрослых. За каждым их движением пристально следит судья из Красноярска, победительница чемпионата России по хип-хоп-танцам Александра Азизова. Я хочу, чтобы каждый танцор на этой сцене кайфанул сегодня, получил настоящее удовольствие. Самый главный критерий – это, конечно же, техника. Техника исполнения, сложность хореографии, костюмы, оригинальность, музыкальность очень важна. Мизинец к себе, большой палец от себя. Девушки показывают базовые движения вакинга. Это популярный вид уличных танцев. Здесь главную роль играет не хореография, а самовыражение и индивидуальность. Мы использовали такие стили, например, как хип-хоп, потому что мы привыкли к манерности, к женственности, а тут у нас номер такой сильный, можно сказать. И образ у нас тоже очень интересный. Подобные отборочные туры проходят и в 4 промышленных районах республики. Благодаря данному проекту количество занимающихся современными танцами увеличилось до 700 человек. Мы привлекаем все коллективы города, которые уже есть, для участия в таких командных соревнованиях.
Суть проекта в том, что мы проводим предварительные отборы сначала по сольным направлениям вот этих танцев. И также важной частью проекта являются именно командные соревнования. Победившие команды примут участие в итоговом чемпионате, который пройдет в марте следующего года. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. К новостям спорта. Российские хоккеисты проиграли команде Чехии в третьем матче Кубка Карьяла. Встреча прошла в Хельсинки. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, с каким счетом завершилась игра? Юлия, здравствуй. Российские хоккеисты проиграли со счетом 0-3. Они заняли третье место в турнирной таблице, набрав 2 очка в 3 встречах. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в заключительном матче Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3-0. Авторами заброшенных шайб стали Ян Коварш, Лукаш Седлак и Андрей Нестрашил. По итогам турнира сборная России заняла третье место, записав в свой актив 2 очка в 3 встречах. Победу праздновала команда Чехии, на счету которой 8 баллов. На второй позиции соревнования завершили финские хоккеисты. У них 7 очков. Последнее 4-е место с 1 баллом заняла сборная Швеции. Следующий этап Евротура, Кубок Первого канала, пройдет в Москве с 12 по 15 декабря. Олимпийская сборная России по хоккею, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, по буллитам со счетом 4-3 победила команду Швейцарии в третьем матче Кубка Германии. В составе россиян шайбы забросили Владимир Брюквин, Данил Ильин и Иван Игумнов. У швейцарцев отличились Симон де Культур, Тайлер Мой и Алессио Бертаджи. Решающий буллит реализовал Владислав Кадола. Победителями турнира стали представители сборной Швейцарии, набравшие 6 очков в 3 матчах. Второе место заняла сборная Германии. У нее 5 баллов. Третьими стали россияне, набравшие 4 очка. Замкнула таблицу команда Словакии, в активе которой 3 балла. Ливерпуль одержал победу над Манчестер Сити со счетом 3-1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане. Единственный гол горожан забил Бернардо Силва. В турнирной таблице чемпионата мерсисайдцы занимают первое место, набрав 34 очка. В активе команды 11 побед и 1 ничья. Отрыв от ближайших преследователей в лице Лестера и Челси составляет 8 очков. Клуб из Манчестера с 25 баллами идет на 4-й позиции. В следующем туре Ливерпуль в гостях сыграет с Кристал Пэлас, а Манчестер Сити примет Челси. Оба матча пройдут 23 ноября. Московский «Локомотив» сыграл в ничью с Краснодаром в домашнем матче 16-го тура российской премьер-лиги. Игра прошла на РЖД-арене и завершилась со счетом 1-1. В составе хозяев поля результативным ударом отметился Гжегош Крыховьяк. У краснодарцев гол забил Маркус Берг. Железнодорожники продлили безвыигрышную серию в лиге до 3 матчей. В турнирной таблице чемпионата они идут на 2-й позиции, набрав 31 очко. Лидирует Санкт-Петербургский «Зенит», в активе которого 36 пунктов. Краснодар с 30 очками занимает 5-е место. В следующем туре «Лока» в гостях сыграет с Тамбовом, а Краснодар также на выезде встретится с Тульским «Арсеналом». В другом матче 16-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА одержал гостевую победу со счетом 3-2 над Сочи. В составе армейцев забитыми мячами отметились Иван Обляков и Федор Чалов. Также мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Миха Мевля. У проигравших отличились Андрей Мостовой и Дмитрий Полос. Благодаря этой победе ЦСКА прервал 4-матчевую безвыигрышную серию в лиге. В турнирной таблице московский клуб располагается на 4-м месте, имея в активе 30 очков. Сочи с 13 баллами идет на последней 16-й позиции. В следующем матче армейцы на своем поле сыграют с самарскими крыльями Советов, а Сочи в гостях встретится с Уфой. Баскетболисты московского ЦСКА победили краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 81-72 в домашнем матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс. На его счету 22 очка. У «Локомотива» самым точным был защитник Уилл Каммингс, набравший 19 баллов. В турнирной таблице армейцы идут на 3-м месте, одержав 5 побед в 7 матчах. «Локомотив Кубань» идет 6-м, одержав 3 победы при 2 поражениях. В следующем матче ЦСКА примет Нижний Новгород, а «Локомотив Кубань» дома сыграет с таллинским «Калибом». Якутские боксеры одержали 5 побед на чемпионате России в Самаре. Во второй соревновательный день турнира на ринг вышли 6 представителей якутской школы бокса. Из них победы праздновали Петр Васильев, Михаил Прокопьев, Борис Сидоров, Николай Григорьев и капитан сборной республики Василий Егоров. Соперником двукратного чемпиона Европы был Мерген Херел Болат Ол из Новосибирска. Егоров выиграл со счетом 5-0. Не повезло в этот день Яну Максимову. Он уступил Дамиру Сагатулину из Челябинска. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе спортивных новостей на Якутия-24. Юлия, вам слово. Спасибо, Власий.
В Якутии нашли фламинго. 10 ноября пастухи Таркаинского наслега Нюрбинского района нашли фламинго. Информацию подтвердили в администрации села Хатынь-Сысы. По словам представителя администрации, пастухи занимались заготовкой льда на озере Былах. В это время на озеро прилетел фламинго. По словам специалистов, он серого цвета. В Комитете охраны природы предложили перенаправить его в зоопарк Артодайду. Известно, что в 70-х годах прошлого столетия также были случаи залета фламинго на территорию Центральной Якутии. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 18 градусов по Цельсию, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В Ленске 21 градус ниже нуля, скорость ветра 2 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты минус 27, ветер 3 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 16, ветер в порывах до 7 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас 15 градусов со знаком минус, ветер 2 метра в секунду. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.